не знаком со мной, меня зовут Татьяна Христофор-Митарская. Я такой, как это называется, аксакал, да? Аксакал. Я работаю в музее уже 55 лет. Я думаю, время такое достаточно солидное. И вот все время, работая в музее, я могу сказать, что не всегда достаточно большое внимание уделяли искусству и культуре Бурятии. Во все времена. И в старом нашем здании, которое кто-то из вас, конечно, помнит, на бывшую улицу, прямо называется, под революционным Воронцовым городом, везде. Очень много сделано изучения бурятского искусства Татьяна Викторовна Сергеева. И Нонна, да, можно сказать, одна из учениц Татьяны Викторовны и продолжатель тех тем исторических, искусствоведческих, которые занимается Татьяна Викторовна. Когда открывалась выставка, я уже говорила тоже о том, что у нас целая позиция, и очень гордимся этим, бурятского искусства постоянно. У нас читаются лекции по бурятскому, у нас проходят периодически выставки. Вот такая большая, интересная выставка одного художника, женщины, первый раз в Бурятии. Потому что у нас был наш мандатор, у нас было несколько современных неплохих художников, очень даже неплохих бурятских, которых тот же Костя Михайлов к нам приводил и выставлял. Но женщина, художник, которая смогла вот так великолепно, проникновенно, тонко рассказать о красоте своей земли, людей этой земли, это впервые. Каждый из вас знает право. Цыганку я дальше много говорить не буду. Я хочу сказать, что среди нас Панавин Сергей Алексеевич, востоковед, кандидат исторических наук, востоковедения Российской академии наук в Москве, Дина Александр Алексеевич, советский российский художник. Очень интересно, знаете, чем он с 5 лет знал Аллу Цыганку. Это действительно интересно, это удивительно. Ей было побольше, она делала. Да, я просто... Сын Александр Александрович, Лариса Георгиевна Николаева, кандидат искусствоведения, Зеленова написано, работающая в Бурятском республиканском художественном музее, куратор выставки Я думаю, мы поступим следующим образом. Мы с вами где-то часа за полтора, я думаю, нашу круглую стол проведем. Потом еще будут съемки, вот, операторы, которые в Бурятии, да, покажут сюжеты, которые уже сейчас снимаются. Давайте начнем с вас. Давайте. Положение мое трудное немножко, потому что мы в кругу людей, работающих в художественном музее, для которых искусство составляет повседневную жизнь, да, так можно сказать. Мне, человеку, который что-то пишет про современный Восток, в этом смысле тяжеловато. Но так получилось по жизни получилось, что я в течение 15 лет ездил с археологами в Монголию. Когда на этом экспедиция по разным причинам закончилась, я думаю, боже, как я буду жить? Вот без этого всего. Я думаю, ну куда? Где еще можно? Да? Ну, конечно, в Бурятии. Я стал ездить в Бурятию. У меня там был исследовательский проект в селе тоже Тонкинского района. Ну, и там у меня очень много знакомых завелось. Но парадоксальным образом я вот так и не знал про Аллу Цыганкову. Ну, собственно, она уже умерла, а я узнал о ней только в 2002 году, когда журнал, который я издавал, пришел, принес свою статью, великолепную статью, человек, которого в музее все знают и помнят, Володя Кореняк.
Вот. Эта статья действительно была одной из лучших, но просто вот как штрих. У меня корректор был, так-то, в общем, журнал держался на энтузиазме в значительной степени. Но женщина-корректор постоянно вычитывала. И вот когда она прочитала письма Цурикова, которые там машину кусками вынесли, она под конец просто заплакала. Вот. Ну и мы, конечно, как-то решили, что надо, чтобы Цурикова увидели в Москве, тем более мы знаем, что они уже были заграничные выставки. Ну вот эта идея, в конце концов, Володя ушел, прежде чем эта идея осуществилась, но, слава Богу, она осуществилась. И я не вижу, как бы сказать, мой вклад в эту выставку заключался в том, что я просто нашел Сашу. Вот. Узнал, что у него есть основная коллекция у него. Ну и потом все-таки, слава Богу, когда-то ваш директор работал в нашем институте, мы с ним хорошо знакомы, не с ним, когда мы пообщались, в итоге возникла идея поддержать эту идею. Вот выставка открылась. Если же говорить непосредственно уже обо мне как о зрителе, я считаю, я всем повторяю, что с моей точки зрения более выдающийся художник на российско-советском пространстве, скажем, начиная там где-то с 70-х годов отношений, не было и нет. Это можно объясняться еще моим недостаточным знанием. Понимаете, я многого в книжке не видел. Но вот из того, что видел, меня, конечно, просто убивает в хорошем смысле слова. Скажем так, я не знаю другого человека, у которого свет создавал такое ощущение красоты. Вот это просто поразительно. У меня какие-то, так по жизни получается, что какие-то живописные произведения или поэтические вещи ассоциируются с определенной музыкой. И вот для меня, как это ни странно прозвучит, может быть, для присутствующих здесь людей из Бурятии, а у меня в музыкальном плане ассоциируется не с какими-то даже монгольскими напевами, которые я очень люблю, которых у меня целая библиотека есть, а как ни странно, с Вивальди. Причем с его концертами для флейты, где все очень нежно, тонко, понимаете, и для фифы пиков. Ну, в общем, наверное, очень сумбурное выступление, какие-то новые. Потому что говоря о том, о чем я обычно не говорю, если бы речь шла о каких-то проблемах в Юго-Восточной Азии, там, скажем, я бы говорил более мало. Ну, вот все, что хотел сказать. В нашем институте 25 числа состоится открытие в нашем Восточном культурном центре. Я когда вспоминала наших сотрудников, которые много сделали для изучения искусства Бурятии, я не произнесла имени, которое как раз знается, Володя Корняк. Владимир Корняк, который переписывался с Александром. И, наверное, во многом еще благодаря ему эти выставки. Но тоже уже нет на земле, в небе, но я думаю, что действительно мы должны сказать вам огромное спасибо. У них была очень такая дружба. Она была в письмах, да, вывешена, переписке. Ну, теперь вы, пожалуйста, скажите, детство, вы много это интересно? Мы познакомились. Где это? Как это? В Доме пионеров. Там вам единственное место, где... Здесь нужно погромче говорить, здесь ужасно, красивое место, Хорошо. жуткое. Мы пришли в Дом пионеров. Я пришел, мне было лет 5 или 6, Да. а Альбине уже было лет 10, 9 или 10. И такой у нас был педагог, что он нас соединил как-то в одну группу. И мы вместе рисовали, и мы ходили еще в союз художников, и потом наши впечатления о всех вот этих мэтрах, монстрах, деятелях бурятских, и не только бурятских. То есть, в общем, это было на одной улице. И музей был напротив, кстати, бурятский. Там Соня была Мунгалова, директриса, часто пожарка. Вот. И мы вот были друзья такие большие. И у нас много всяких приключений, потому что мы друзья были очень близкие.
так, несколько не разлей вода. А потом более судьбы, почему-то меня там второй секретарь назвал каким-то этим дегенеративным художником, короче, каким-то авангардистом, Бадиев такой. Это поддержал там Агапов, третий секретарь. Приходите, Короче, мне пришлось уехать из республики, но мы никогда не теряли связь. Саша вот знает, мы с ним почти родственники. Вот Александр. Вот все знает, но я пишу воспоминания, и, скорее всего, там будет веселее, чем сейчас. Поскольку много есть таких вообще вещей, которые не упоминаются. Мы начинали вместе один объект, который вот у Альбины Айдоповны, потом пошло это дальше, вот, в театре. Да? А первый был в Васильском районе. Там еще у нас была подруга же такая, Любовь Ивановна. Помнишь, да? Она была на Уитни Хьюстон похожа. Они такие были девушки зашлягерные, такие высокие, старшие у меня, красотки. Вот. К сожалению, он совершенно весь рассыпался, организирован так, что и нет ни фотографии, ничего. Мы делали и фасад, и роспись. Оттуда ГСРовская тема, кстати, была. И фотографий нет. Те, которые были у меня, они были все любительские, ну как бы, да? Но даже не было у нас аппаратуры такой самонаводящейся. Это, конечно, очень жаль, но вспомнить можно, потому что там было весело, очень. А потом даже уже когда она делала свою роспись уже когда в театре, ну, приглашал Шанима выбрал руководителей, которые где-то бабка моей дочери. Это Жаренова и Васильцов, они были кураторами вот этого объекта. Ну, они такие знаменитые, значит, ученики Александра Дейнеки. Так что тут очень много каких-то странных пересечений, причем я не участник. Поэтому я хочу сказать, что Алла Цибикова, конечно, художник выдающийся, очень проникновенный, очень искренний, очень, даже во многом исповеданий, сколько у него там, материнство, там родственники, она ездила в Хасавюрт, помнишь это? Я же в общем в курсе. Мы с ней очень много тоже ездили по разным местам, по Бурятии. То есть становление ее проходило на моих глазах. Нас даже пытались как-то объединять, но мы, в общем, как-то шли какими-то разными путями все. Вот. И, конечно, долго я не буду время занимать. Я уже вот как-то чего-то рассказал, я уже сижу и вспоминаю. Воспоминания будут интересны. Обещаю. Поэтому я поздравляю друзей. Татьяну Христофоровну, мы с ней раньше как-то дружили. И отдельно, потому что Александр, я его немножко каким-то шилом укалывал. Поэтому здорово. Я, кстати, Христофоровна, я вам говорил тоже об этом. Но почему-то то ли ты не совмещала, не соединяла как-то. В общем, всех поздравляю и вас поздравляю очень. Ваш институт. Спасибо. Лариса Юрьевна, которая очень много учит. Вот почему я себя тоже поздравляю. Наконец-то она. Я продолжаю, Саша, как бы приглашать друзей, сюда ходят художники, потом они мне звонят, отчитываются. Хорошие, разные. Вот сейчас доктор из исторического музея пришел, сейчас выступил. Короче, работать продолжаем. Спасибо. Лариса Юрьевна. Я так заслушалась. Не, просто он намеками говорит, а что там происходило на самом деле, приходится додумывать, даже не воображение. Ну, понимаешь, каждый эпизод, он потянет за собой ниточку, надо рассказать, что интересно. Скупо, глупо, сухо рассказывать, просто неинтересно. А неинтересно, это пупка уже. Поэтому я как-то обозначил это. Видите, все хватает. Для меня, наверное, большим открытием было
наверное, это правильно такое, да, но когда это испытываешь сам, немножко так необычно, неожиданно. Это то, что как воспринимается она на родине, да, и как она воспринимается здесь в Москве, да, Востока. Даже когда она выставляется в Иркутске, то она тут тоже там как бы на родине, да, потому что она там и была со всеми знакома, и близко, и там к этому относятся, ну, я не знаю, более привычно. Да, конечно, да, все замечательно, все, пришли, посмотрели, но вот такого неожиданного эффекта, как здесь, там не было, здесь все по-другому, все воспринимается по-новому, и я думаю, что для нас она не звучит как открытие, да, мы знаем ее, а здесь это на самом деле открытие. То есть все приходят и говорят: неужели был такой художник, неужели оно прошлое, да, неужели вообще это вот все было, да, а мы не заметили. То есть вот такой вот эффект открытия, он здесь ощутимый, хотя он там тоже присутствует, потому что все равно мало художников знает. Но там уже включаются совсем другие моменты. Ой, эту работу вы раньше не видели, ой, а как была она, то есть какие-то такие уже тонкости, да, в нашем кругу, как будто бы все работают есть, а здесь все работы смотрятся по-новому. Мы открываем даже сами для себя. Огромное спасибо за День Востока, и что они такие камерные, теплые, что здесь все совсем по-другому, даже роль подсветки оказывается такая существенная. Мы смотрим, работы, которые казались грустными, даже когда мы стояли на полу в зале, они казались грустными. Мы вешаем, да, направляем свет, они радостные. То есть совершенно противоположное впечатление возникает. Много таких эффектов, можно ходить по выставке, жалко, что оно уже заканчивается. Еще 2 недели. Да, еще даже такая радость. Татьяна Викторовна, я добавлю чуть-чуть. Там очень важен такой аспект. Дело в том, что мы с Аллой делили мастерскую. Мастерская у нас была такой, что в Союзе художников актовый зал. Здоровенно, там в 3 раза больше, чем это помещение. И высота вот такой. Вот мы там были с ней вдвоем, перегородок у нас не было. Но что мы сделали? Мы открыли такой клуб какой-то творческой молодежи. И все артисты, писатели, журналисты, потом, все, которые представляют. Артисты балетные, артисты драматические, там же много всего. И туда все архитекторы, туда все стекались. Весь город как бы познакомился. И все это в нашей мастерской происходило. Там стояли столы какие-то круглые, там целые театры там давали. Ну, многие люди, которые помнят, что это беспримерно и больше никогда не было. Ни в перестройку, ни в постперестройку, ни до. И как бы нас, потом на меня, правда, обиделись вот эти секретари почему-то. Мы говорили, что они обиделись на мое какое-то искусство, считая его каким-то беспредметным. Я тебе поблизкал, так что вот, это тоже целый план. Поскольку мы знали, она писала свои портреты, там, Павленко, помнишь, там еще все эти. Можно спросить, площадь не помните? Площадь этой мастерской вы не помните? Квадратных метров площадь этой мастерской. Какая была? Сколько она, Лариса Юрьевна? Метров 40, 50. Какой она метр? 4-5 метров в длину и 10 ширину. Это была актовый зал. Актовый зал большой. Сейчас там у них галерея такая. У нас стоит Там вообще метров 300. Помнишь, да? Да. Нет, вот это еще. В 2 раза больше. Я спросил перед этим, понимаете, потому что родилась идея, уже я вот Саша говорил, вообще-то надо постараться, чтобы в городе МВД появилась мастерская, музей постоянная, экспозиция Аллы Цепиковой. Ну, естественно, при условии, что, так сказать, контроль за этим будет принадлежать хозяину коллекции. Мне кажется, что если это сделать, у города наконец-то появится свой день и место, украшение настоящего города. Абсолютно. Я с вами не то, что согласен, а мы разговаривали по этому поводу. Ну, показывается, министерство меняется, ротация. Нет,
сказать, вот Сергей Алексеевич начал Владимира Александровича, вот я тоже немножко хочу эту тему продолжить. Мы с Владимиром Александровичем человека такого довольно сурового, не очень эмоционального, ироничного, иногда даже саркастичного. И вот из этой переписки, уже когда Владимир Александрович не стал, я читала эту статью и их переписку, я поняла, насколько он был человек сентиментальный, в хорошем смысле, такой душевный, ранимый, и как вот человек может себя проявить именно в отношении с искусством таким великим. Видимо, вот Алла сама по себе была и как художник, и как человек такой открытый, бесхитростный, что вот из ее писем следует. И как реакция на это, вот тоже человек раскрывается в лучших своих чертах. Ну вот действительно и чувство доброй лиры пробуждал, да, вот здесь, наверное, как художник. Кистью. Да, кистью. И на самом деле, что вот лично для меня, настолько это вот глубокий, многоплановый художник, я вот каждый раз, проходя по выставке, в зависимости от настроения, для себя что-то новое открываю. И я думаю, каждый вот найдет какое-то созвучие со своим душевным состоянием. И тоже, что так вот показательно и заметно, что всегда с выставки уходишь с хорошим настроением. Даже вот глядя на какие-то ее картины, может быть, грустные на первый взгляд, но все равно они несут в себе вот такой позитив. Вот. И, конечно, ну, видимо, столько было заложено вот, творческого потенциала в этом человеке, и так что жаль, что вот так рано оборвалась жизнь, потому что, конечно, потенциал просто колоссальный, как у художника. Последние картины, например, техника стала меняться, они вообще совершенно необычные. Последние 3-4 года вещи вообще потрясающие. Да. И техника интересная, эксперименты, вот все такие с живописью, и с этими гобеленами, и со скульптурой. Да. У меня вопрос ко всем присутствующим. Кто еще хотел бы сказать что-нибудь? Перед тем, как я предоставлю слово. Знакомая. На самом деле, когда мама узнала, что будет выставка, у нее случилось что-то такое неспособно на такие эмоции, совершенно эмоционально, потому что она считала, что работа не показывались, где работа не знала. Она совершенно счастлива, просто счастлива, что выставка, что она экспонируется, что вообще Саша все эти дни думала очень много по поводу того, вообще что сказать. Что она говорила мне? Она должна была сама приехать. Вот, мы живем за городом, она себя чувствовала не очень хорошо. Что она успела наговорить. Вообще, мы эти дни, вот когда после того, узнали, что выставка Лариса Юрьевна пригласила и сказала, ее вот, она постоянно думала и вспоминала очень много. И что она мне передавала, это о дружбе самой сложно было говорить. Именно по, не было, она говорит, такой открытости, и с маминой стороны, видимо, с стороны Аллы, но приятельские отношения и какая-то друг в друге заинтересованность она была. У родителей у нас здесь мастерская была на Страстном бульваре, и она приходила. Очень часто приходила на Страстной к родителям. Вот, и много не разговаривали, беседовали. Ну и в Улан-Удэ они встречались, когда еще в совсем юном возрасте мама. И в Питере они учились. Первый
так недолго, в общем, ну, в общем, всю жизнь они были знакомы, получается, с ранних и до того, как мы стали. Очень много мама говорила об искусстве, и честно сказать, я сейчас не могу повторить, очень интересно это именно размышления об искусстве. Это что-то передать. Да? На самом деле мама не знала, что в театре. Она говорит, я не знаю, ну, то есть она говорит, наверное, вы сейчас узнаете, просто она была не в курсе. Говорит, но театральность работа была. Театральность и больше, чем театр. Это все больше, и, конечно, бурятская между землей и небом больше в небо, да, чем больше неба, чем земли. В общем, я, конечно... Я сейчас несу ясность. Да. Наташа и Агаша, они внучки Инессы Ильиничны Сокольской. Помните, да? Наш самый первый специалист Инесса Ильинична Сокольской. Да. Племянница у нее Саша Трубачева, а это дочки. И у нас так получилось, что у нас очень много в культуре бурятской людей, деятелей культуры, которые жили как бы на два региона, Москва и Бурятия вместе. Да, и вот здесь тоже такой же случай. Они принадлежат одновременно и бурятской культуре, и московской. Да, то есть московская среда и бурятская среда очень тесно переплетались. И Алла тоже так же это все было включено. Понятно, что практически все сферы искусства. То есть там и мама художник-керамист, и наша девочка, да, конечно, керамист, и Наташа работает в ассоциации искусствоведов. Да, Агаша у нас, Агаша, чем я теперь. я поменялись. И понятно, что Алла была таким вот, ключевой фигурой. Если приезжаешь в ЛНТ, то обязательно тогда через зал. То есть у нас практически все не только, получается, московские связи, но и иностранцы, которые приезжали в ЛНТ, то есть они тоже проходили через свою мастерскую Аллу. То есть каждый считал своим долгом вообще познакомить с Аллой, потому что Алла была таким уже феноменом. Да? И Саша сказал, что невозможно было представить уже бурятскую культуру без Аллы, все было на нее завязано. Все ее знали, и актеры, режиссеры, поэты, певцы, поэты просто да, там, друг за другом заходили в мастерскую. Мы создали клуб, действительно, к нам потянули тебя. Можно я немножко добавлю? Я о творчестве не говорю, потому что все ее периоды такие, да, начиная с детского, я их знаю хорошо, и мы иногда подмылись, мы настолько знали, что мы так быстро затухали, характер избил, иногда Альбина это такой. Вот. Но я что хочу сказать, что Алла прекрасно живописовачая. Да? И хочу сказать, что первый ее учитель и самый любимый, ну как бы так, педагог, я хотел книжку даже перевести, я ее выдвинул тут на соискание, потому что ее тоже нету, это Новикова Галина Евгеньевна, книжка получилась хорошая, я выдвинул. Там есть такая международная академия современных искусств, она получила золотую медаль. Кстати, ты привез книжку? Да. Отлично. Вот, и Альбина, вот ее, она была как живописец. Потом поступила она развивалась как живописец. А в Строгановку поступила вот на театральную. И, конечно, там с театром. Она даже приехала, когда тоже была связана с театром. И какие-то там она делала для каких-то там детских учреждений. Картинки они были изысканные, чуть-чуть иллюстративные, чуть театральные. Но, тем не менее, она развивалась как живописец. И причем мы все время говорим о некой лиричности, поэтичности, а в общем она была еще экспрессионистом. И в рисовании, и в позднем как бы, периоде это очень сильно подчеркнулось, она экспрессивная. И цвет ее. Несмотря на весь вот этот перламутр, что все подчеркивают, хотя многим кажется пестром, но вот эти дополнительные, закон контраста, эти цвета, они сливаются в общем какую-то удивительную серебряную такую гамму. Остается это ощущение. Ощущение некого перламутра, этого воздуха. И, конечно, культура рисования, она у нее изысканнейшая, точнейшая.
не переделано, это все и творчество, да, каждой картинке помню. Там на графике тоже Еще от всех детских пор память у меня лошадиная, то есть бурятская лошадь, короче, здесь можно много чего говорить, на самом деле. Творчество ее, с одной стороны, противоречиво, но очень органично все это слилось. И вот эта театральность, и эта изысканность, и понимание линии, это выразилось тоже моментально. Мы же с тобой часто туда ходили. В общем, как-то так. Да, конечно. Вот как я не сказал, но вот сейчас посмотрим. Она была художником еще, вот как художник, профессионал, очень высокой культуры. Очень. Вот это, у нее нет никаких реминесценций из каких-то там известных живописных полотен и полотен. Но когда смотришь, например, или там две девочки, да, вот тоже из плотин какие-то. Думаю, боже, я где-то что-то такое во флорентийском возрождении видел, такой же поворот, понимаете? Но это так глубоко через себя пропущено, это не заимствование, ничего. Просто высокая культура как художник, она здесь говорит за себя и усиливает впечатление. И потом вот национальная, да, вот как бурятская. А он же не знал бурятского языка. И вот это вот через какой-то Париж, через какую-то Францию, через там Павла Кузнецова, через вот какие-то такие. Там можно и у Тамара вспомнить, можно вспомнить что-то китайское на самом деле, потому что это все собиралось на язык. И когда была вот первая, жаль, что все это развалилось, разрушилось и нет документов, по поводу вот этого нашей первой этой работы в Осинском районе. В принципе, она была очень интересна. Вот, поэтому об этом надо много говорить, писать, носить и вообще написать, что уйти, написать. Обязательно. Удивительно, художник удивительный труд, мне всегда на друзей везло. Уточните, если кто не в курсе, а у вас с Александром работали вместе над росписью Дома культуры в Осинском районе, понимаете? Это не Бурятия, это Узбекистан. Там просто задержалось, они нужно было ехать в Сенеж, там так задержался этот объект, потому что там тянули строители. Кстати, они его выполнили, но в силу разных обстоятельств это оказалось невостребованным. Кто-то мне говорил, что это вообще был спортивный зал. Вот. Но недавно туда выезжал специальный сотрудник музея Иркутского и фотографировал руины, просто то, что осталось. Какие-то стены, да, с обломками росписи. Ну, вот я этих фотографий не видела, может быть, там по ним можно какое-то впечатление составить, что там. Я, кстати, она же оттуда, Юлия Машинова, ты помнишь, да? Да, она там жила. Я говорю, Юлия, сними время, ты же там живешь. Ну, туда уже было опасно ходить, какие-то кирпичи падали, какую-то корову там убила, палкой или проводами. Вот этот небольшой каталог, буклет, который мы говорим, да, когда я прочитала о том, что работает Аллы Кадыковой, и в Америке были, и во Франции, и в Индии. Это очень здорово. А еще лучше, что они оказались теперь в Москве. Это самое лучшее. Потому что Москва – это Москва. И наш музей, который мы стараемся всячески, как можем, делать так, чтобы музей рассказывал людям о богатствах искусства Востока. Самого разного. Потому что выставки, которые мы делаем, мы будем продолжать делать, они крайне разнообразны. Но вот ты скажи, у нас в этом году бурятского больше ничего потом не будет, да? Будет Выставка ювелирных украшений бурятских планируется на сентябрь. Вот небольшая выставка, да? Ну, наверное, на 3 зала. А на 3 зала. Это большая. Там серьезно ювелир. Да. В этом году. Ну, это здорово. Тем более, что Бурятия и раньше, и до сих пор очень красивые вещи. Я очень люблю. Поэтому это очень хорошо. Вот то, о чем я говорила, мы Бурятию
Не то, что не забываем, она прямо всегда с нами, можно сказать. Ну, у нас неплохая коллекция бурятского искусства. В основном она собиралась в экспедиции, которые вот с 78 по 91 год проводились. Иногда даже 2 раза в год удавалось ездить. Ну, как-то вот хорошие были времена, что музей финансировался, нам деньги выделяли на это. И вот наши сотрудники очень активно ездили в экспедиции, собственно, фонд бурятского искусства в основном собран из экспедиций. Вот пока такой был стол замечательный, и такие народ собрался, и такой, ну что, креативный. Татьяна Христофоровна, вот тут сидят искусствоведы. Давайте отчет сделаем выставку, пока мне доверяют дочки. Какую выставку? Ачирова, Царевна уже была Ачирова. Нет, знаете, Татьяна Христофоровна, давайте сделаем. Объясняем, да? Музей Востока каким образом нас для того, чтобы была выставка, пишется письмо на генерального директора Седова Александра Всеволодовича, в котором обосновывается, вот я, художник такой-то, как не предлагаю, прошу вас внести в выставочный план, теперь уже 24 года, если успеете, уже 24 года. Так, нет, можно я скажу сам? Такой-то выставки. Предлагается презентация этой выставки в электронном виде, собирается потом наш выставочный совет, нас человек 20, не меньше, во главе с Александром Всеволодовичем, нашим замом по выставочной деятельности, с реализацией. И решается, данная выставка представляет ли нас интерес или нет. Я тебе ответила. Ну, давайте сделаем Татьяна Христофоровна. Татьяна Все. Это правда великий художник. Да, я согласен. И он со мной очень связан. И мне родственники очень доверяют. Потом будет сложно. Всем служу, что Еще раз. Родственники сейчас очень Он с Мороза надо ставить. Но не правда. А они готовы будут привезти? Они мне доверят, я смогу привезти. Знаете, даже письмо доверили, что я могу проект как обсуждать. Нашу ручкой. Вы пишите, не задерживайтесь, потому что это кажется, что Я приду, да. он очень близко. С письмом. Приходите, надо писать. Ладно, я даже представлю какие-то книжки, иллюстрации. Надо писать на почту электронного музея, она есть на сайте уже, у нас великолепный сайт. И вот так это все рассматривается. У вас есть презентация готова уже? А? Нет. Слушаю, приду и сделаю, правда. Он великий художник, просто. И он еще народ. И плюс он еще был читатель. Все, я все рассказала. Ученица школы востоковеда Музея Востока. Вот, отучилась 2 года. Здесь в музее есть прекрасная программа по искусству Востока. И у нас была тема искусства Бурятии. Я делала доклад о художниках 90-х годов в Бурятии. Это моя родина. Вот, и несмотря на то, что я больше 30 лет живу здесь, в Москве, вот, конечно, я решила рассказать о нашей культуре, нашей группе, нашему курсу. И рассказывала о творчестве Аллы Цыбиковой, конечно. Вот, и прочитала буквально пару дней назад как раз вот эту статью Владимира Калиняка. Ну, это удивительная переписка, если кто еще не читал, очень советую. Вот. И последние 4 года занимаюсь буддийской живописью, декоративно-прикладным искусством Бурятии, рисую на досках. Вот. И, ну, это, наверное, какая-то вечная память о родине, о родной земле, которая, вот, несмотря на расстояние, все равно будет и вот вливается в какое-то творчество, в интерес к искусству. Пишу стихи о родине, стала рисовать
Вот, и удивительный человек. И я скажу, что мне в этих письмах больше всего, наверное, затронул вот этот поиск самоидентичности, потому что Алла, она говорит, что мой язык русский, и она признается, что ее любимые художники Матисс, да, вот Матисс, но тем не менее ее вот эти буддийские мотивы, шаманские какие-то элементы в картинах, это такой синтез Запада и Востока, который мне лично очень понятен и очень близок. Вот. И можно я почитаю стихи? Просто о родине. Мы дети солнечной земли, семи небесных кузнецов. Мы мантры в косы заплели во имя мудрости богов. У каждого есть сокровенное, святое тонто нетленное, белых старцев песни певучие и кедров корни могучие. Мы дети синестрелой масти, где юных жаворонков дом, и ветер култушный на счастье, ведь силы белой тары в нем, и семизвездий семь дарханов, степей бичурских красота, святые сутры Махаяна, хамурдаванская гряда. Мы дети камня шамана, ходак и поклон до земли, и снежные горы Саяна нам нежный войлок несли. Аршан и Беркут Джигинский, лебяжьи одеяла Кижинги, здесь быстрый Йохор Аларский и водопады горные оки. Здесь баргузинские врата и гор закаменских туман. Здесь Алханы, святой вода, молебен Хоринский дуган. Яравна, где блюдца озера и грохот ангарских вод. Это все родные просторы, это все бурятский народ. Все богатство края родного, это мать, праматерь земля, это голос Байкала седого, это светлая песня моя. Ну, Александр, теперь уже. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что пришли. Приятно всех видеть. В первую очередь хотелось бы сказать большое спасибо Музею Востока, Татьяне Александровне, Институту восстановления в лице Сергея Алексеевича Панарина. Собственно, мы выставку в Музее Востока хотели сделать очень давно, наверное, лет как 10. Просто было такое желание. Вот, по, наверное, счастливой такой случайности, или не случайности, мы познакомились с Сергеем Алексеевичем. Вы все направили в путь, Саша. Да, это задача всех своих знакомых, они нашли свои комнаты. И вот мы с Сергеем Алексеевичем встретились, разговаривали и приняли решение работать. Собственно, после того, как мы приняли решение, что будем делать выставку, Сергей Алексеевич начал работать тут, в Москве, над, собственно, над самой организацией выставки. А мы начали работать в Мамадыре. Мы столкнулись с такой проблемой, первое, что у нас не было нормальной охраны, и сложно было их заказать. То есть в Мамадыре это практически невозможно что-то хорошее сделать из дерева. Один пластик, китайский. Все это нам не подходило, и мы просто с друзьями, не имея никакого опыта, начали делать, резать, что-то пилить. Огромная, конечно, благодарность хотелось бы выразить Дугару Александру Шимовичу. Он предоставил нам помещение, свою мастерскую, инструменты, что-то мы свое принесли. И, в общем, все, что вы видели на выставке, наш рам, руководство Дугару Александру. И вот мое такое наблюдение, сейчас получилась очень достойная выставка, я могу сказать, в восторге. И интересно то, что мне вот эта выставка даже нравится больше, чем остальные выставки, которые мы делали в Мамадыре и в Иркутске, потому что тут мы смогли даже предоставить на экспонирование занавес Увера. Не было нигде, что мы и занавес составляли, и гобелены, и бронзу, и живопись. Огромное спасибо Ларисе Юрьевне, собственно, Ларисе Юрьевне Николаеву. Так организовала, что как-то по этапам, наверное, жизни, да? Работа, все мы смогли провести. Тут представлена в основном коллекция семьи.
И вот сами Судыгара, ну, собственно, Судыгара, еще из Лондона, из частной коллекции взяли одну работу. Одна работа Музею Востока принадлежит. И, собственно, одну работу дал Дашину. Ну, он ее передал, в общем, коллекцию семья, сказал, что коллекция должна быть в одних руках. Ему, конечно, особо не могу благодарность. Ну и, наверное, все. Спасибо. Адам звонил, передавал поздравления. Нет. А хочу сказать, что рано, которые сейчас собрали, они очень дошли, потому что тогда даже не Махович с нами тоже советовал. А цыган шел, было это делать. Они же любого, вот эти простые, как бараны, но они точно подходят. Они как раз вот это большая находка и совпадение. И там они были, наверное, самые лучшие во все поры, что делалось. Они не были советскими, как бы вот эта глубина и чуть вот эта вот корыца, которая ковчег вот это. Поэтому очень здорово. А выставка, конечно, блестящая. Тут сказать надо Ларисе Юрьевне и Татьяне Христофоровне, и всему музею. И вот эти оливковые стены, это очень, и вот эта подсветка. Спасибо, Александр. Ты у нас инсталируешь. У меня вопрос. Задала. И если еще кто-нибудь, кто хотел бы что-то сказать. Да, пожалуйста. Меня зовут Галина, я официально как зрительница. Меня пригласила Лариса Юрьевна на выставку, о чем я несложно. У меня сложилось очень полное впечатление от работы Аллы Цыпиковой и даже открытие, скорее, для меня художника. Естественно, я знакома с работами, но так как эта выставка была организована и то, что это полностью все периоды становления художника, формирования, для меня показалось, что я открыла для себя буквально книгу жизни художника. Это очень для меня важно, потому как из своих детских воспоминаний, то, что я видела в 90-е, некоторые работы в нашем художественном салоне, которые были, и в том числе, вот, которые тоже эти рамы, для меня немного работы были недопоняты. Это было сложно, возможно, техника, мне было мало лет, я не могла понять суть композиции, замысла. Но здесь, проходя по залу, за что я хочу еще большую выразить благодарность за то, что было предоставлено очень большое пространство для того, чтобы можно было увидеть высказывание художника и полный замысел. То, что я в работах и ранее увидела и Матисса, и французских импрессионистов, и эту ярость фавистов, японскую графику. И то, что у меня по мере прохождения этой выставки я была очень горда тем, что наши брянские художники, точнее мастерство Аллы Цыпиковой позволило объединить наше брянское искусство, мировоззрение, вписать в европейскую живопись. И, так сказать, положить такие вот мосты над бездной, что ли, от европейцев и к нашим традиционным, нашим буддийским традициям и обратно. И каждый раз картина для меня это было... Я могла много увидеть в этот раз. Поэтому спасибо большое за то, что дали высказаться Алле Цыпиковой в пространстве вашего музея. И для меня это было открытием. Вновь было открытием художника Аллы Цыпиковой. Спасибо большое. Спасибо.
Мы приходим на все наши листы. Их много, они все очень интересные. Какой у нас это будет? Нет. Мы выставку открываем, когда? Ты не помнишь. Второго, наверное. Второго. Ага. Открываем выставку, посвященную китайскому народу. Коту и кролику. Она будет вот как раз в тех залах, в которых сейчас выставка Аллы Цветовой. И она будет очень интересная, симпатичная. Вот. Мой телефон можете все записать, у кого нету. Я сейчас открою. 8, 9, 8, 5, 7, 8, 6, 13, 24. Татьяна Христофоровна Тарасова. А сейчас мы открываем дверь, можете снова пойти на выставку. Сейчас, я так поняла, там еще будет интервью, да? Еще хуже. Я потому что уже интервью давала уже. Сейчас. Если кому-то нужны билеты на выставку, Главное, была основной гимназия. И какой все-таки концерт, да еще производитель на и потом решить отдать чуть-чуть каждый миллион. Да, то есть поставить целую. Видимо, да, спасибо. Мне кажется, что художник такого уровня, которого сложно приватизировать, а национальная культура, меня все переплавилось, все через юридических получилось. Именно юридических было главное. Литературные истоки никто не имеет знакомства с ну, это понятно. Вам не себя уже все выносим, идем снимать там интервью. Трудно сказать, что один в один. Я это видела вживую один в один. Вот именно так вот у нас Так она и было. сидит, бабка, да? Моя тоже ходила. Это где, в этом самом? Ну, вот в Лугане и в Ворогове, вот это все, это жизнь. Вот так. Я забыла там, как Туяна с мамой, вот. Это можно... Они там же сами кинофильмы просидели, черт знает сколько, в этой Лугане. Верка вообще просто место силы просто. Это же Хуинский же, да, район? Нет, Бургузинский. Бургузинский ходила она? А почему она к Коммерсанту не отношения? Нет, там кто-то, они туда ездили. Нет, они ездили на пленэры от Союза художников в Аланделе. И Ну, какие-то вообще какие-то фантастические. Ничего, А не эти знаю, фильмы-то конечно. видели? Как ты не видела? Я покажу. Я знаю, что Ну, кому он было дался как- кровью и слезами? Я помню, что она выиграла там какой-то конкурс сначала. Печин. А потом вот ничего не Ну, а слышала. почему в этом сейчас в Калининграде взяли же оператора лучше? Да? А, там лучше операторская работа. Как-то прошло. Ну, это как-то все так
Оператор? Да, лучшая операторская работа. Нет. Этот самый. Кто оператор? Антон. Все делалось, изготавливалось везде, то, что человек Ну, это такая привычка, да, то есть она это тоже используется. Она не доходит иногда, потому что там уже вся краска облупилась, да, и вот это самое фактура дерева и эти цветочки. А что, с ними альбом выпустили? Нет, это просто самое. Ну то есть это... А ты семейских вообще не видишь? Мы проезжали мимо них, вот так вот, ну, они, их видно, что же такое, и как раз в понедельник я куда там Куда ты должна была с нами на Ремезово поехать? Да. Поехали мы в Бурятском вагоне метро потом вечером. Мы как раз попали на тематические поезда, ходят по метро, и мы сели. Серьезно? Да. Да, были Надо метро фотографии, да, это... А, он только по Кольцу ехал, да? Нет, я ехала по Смоленску, это Арбатский время. Этот персонаж, которого она, видимо, представила. Я потому что в каждом лице теперь вижу саму, да, саму себе, но только старше гораздо. Да, когда она старше. И вот мотив идет женщина, стиль, да, а у нее в руке прялка. То есть эта прялка, она явно имеет символическое значение. Это вот одна из муэр, которые придут ко мне человеческой жизни. То есть вот такой вот персонаж. Да, долгая жизнь, да. А там вот этот же персонаж, единственное, такой фильм, да, ну, тоже об этой долгой человеческой жизни размышляет, да, то есть, и это все мотивы, они возникли давно, задолго до того, как она узнала свою заболевание. То есть эти мысли, они не связаны с тем, что она переживала свой вот это общечеловеческий размышление. Вообще эти темы появились раньше. Когда она подводит итог, но это не ее размышление. И это дама сразу не плохая, но не просто с вас. Вообще просто. Шикарно. Я на себе тут Потом Ларис. Нет, подсвечено действительно хорошо, просто без света. Такое же впечатление. Без света. Ну, не до позднего. Нет, без света они вообще не. Вот я и говорю. Да. Кстати, вот она оказалась мрачной-перемрачной. Ну, рамы-то роскошно сделали мальчишки. Надо лестница Слушай, у меня есть человек, который делает рамы. Надо за 4 месяца это все рамы сделать, она почти как проходит в ленте. И тут 60 картин как минимум, да, через 2 месяца он приходит, да, человек сделал 5 рам. Я говорю, как 5 рам? Ну, понимаешь, он уже не говорит. Замечательно. Нет, если это замечательно, дальше больше.
Я мне один еще дашь, ладно? Я несколько дам. Я же импровизация. А где это Ульяна? Слушай, да, она эффектно так. Я видел, где ты видишь, Может, мы поддержим просто? Не нравится. Не нравится? Мне не нравится. Конечно, у меня есть из Монголии. А? Ну, нет, наверное, просто ну, Гоби я знаю, это... Я, кстати, давай, я искать бабушку. А ревью, да, мне из Монголии. Нет, у них брови. Посмотри там, просто камеру. Просто там хороший. может, это... Я пишу. Видно меня? Смотрите. Здравствуйте, уважаемые гости. В Москву музей Востока обширную выставку, коллекцию семьи. Тут представлено 96 работ, порядка 96 работ из коллекции семьи. И из частных коллекций. Также из коллекции музея одна работа, занавес театра Кугова Гёрд. И из частной коллекции две работы. Хотелось бы выразить огромную благодарность сотрудникам музея. Я просто помню, что этот материал, который я раскидывал, мне только собираюсь изобразить. Потому что там мы не имеем права брать. Нам фонду Аллы Цыбиковой удалось вернуть коллекцию семьи порядка 10 работ. Также мы, наши именитые гобеленщики, мастера по конскому волосу, делают гобелены по эскизам Аллы Цыбиковой. Творчество не могу забыть, но мы этим занимаемся. Ты слушай, зачем тут проходит, если не будет собственно. И вот Саша сел, и ты все углы, то есть он двойную или тройную работу сделал. А тот сделает, тот Саша все исправляет все углы, чтобы не обижать своего друга. Смотрите, какие здесь замечательные углы. Конечно, роскошные. Нет, вообще. Всем говорит, что Очень всем предлагал Цыбикову. Как бы это не просто так. А задача с тем, чтобы у вас появился музей. Нет, я пока думал собрать письмо сразу. Нет, ну сейчас мы Читаешь все подписи, от Цыбиковой вообще, так что, конечно. Сейчас, насколько я понимаю, это муниципальная собственность, которая какие-то другие художники находятся. В мастерской, конечно, да, там других художников. Да, конечно, художников других придется обидеть в случае чего, если эта идея пройдет. Но мне кажется, ну как же так? Очень мало мест, экспонировать мало что получится. А это Это же же нормально, да. Нет, если это будет, так сказать, как было говоря, под Сашиным контролем или в Сашиной собственности, условно говоря, да, он же может менять постоянно позицию. Но она будет тогда даже лучше, потому что люди будут приходить смотреть на новое и новое. Ну что такое, как может иметь такое богатство? Нет, ну вот что-то я согласна. Не должно быть. У нас вот в маленьких городах российских, они все себе что-то придумали. Вот, там мышки, там этот город, еще какой-то. Это не надо просто... А здесь вот просто Бог дал, наградил таким богатством, и оно лежит фактически в том. А что министерство, что это министр, что? Да, министр.
Мы с ним вместе встречались. Бывший министр же, Бывший кто? Алдан? министр. Нет, Тимур. Тимурчик. Ваша же женщина. Нет, Да, сейчас Алдан он- был министром да, образования. да. Сейчас он ректор. Я знаю. Ой, ну, все равно, как-то что-то надо сделать. Я очень надеюсь, может быть, удастся, вот еще у нас на открытии народ соберется, кого-то впечатлить. Я тоже, да, очень даже Ну, как делать, каким путем, не знаю. А вот кто сейчас в Совете Федерации сидит? некто там Демсуровой. Мы написали ему письмо, поэтому тоже что-то, какую-то маленькую группу в Совете Федерации. Тоже не знаю. Хорошо. Потому что когда там был Лоханов, скажем, это вообще был вопрос. Ну, потом этот вот, который соглашался. А вот он от Якутской области Маркаев. Да, Маха. Что, хороший был сенатор, между прочим, один из немногих со своим мнением. Вот он сейчас там. Там сейчас? Да, от Иркутской области. Может быть, его тоже можно? Да? Мы его пригласить хотим. Я ему сказала, что придем пригласить. Ну, когда в Совет Федерации будет? Нет, да. Ой, знаете, это уже как бы я и со своей колокольни, ну, в смысле, со своего школьного интереса, со своего института, что такие виды там были. Мы зайдем, он сказал, что он в Москве, я думаю, должен И вот вы все, я немножко знаю музыкальный, театральный там. И хоть я сам когда-то рисовал, но вот я совершенно не знаю художника. Мама прям... Я же Сашу помню. Вот маленький сейчас, прям за мной. Присутствует неоднократно, между прочим. Где? Нет, мы не доехали километр. Вот на открытие я была, а они доехали в пробки. Не знаю, вряд ли. Наверное. То есть, с одной стороны, это предметы беспредельных, однозначно декоративных прикладных, но приемы, которые она использовала, они такие на пересечении станковой живописи и декоративно-прикладного искусства. Допустим, здесь вот видно, когда идет годовые кольца, такими частью эллипсами, кажется, что они поддерживают движение, ну, их было много. У нас и сейчас около сотни даже человек. И это очень часто работа, которая надоела. А сейчас все, вот, когда узнали, что мы делаем выставку, возвращают. Да, дарят это, говорят, ну, зачем она здесь будет у нас дома, да, одна только на всех остальных, пусть будет в общей коллекции, потому что они дополняют. Эта тема одна может развиваться по-разному. Опять же, в зависимости от того, какой формат и какую фактуру предлагает директор. Да? Даже там какое-нибудь пятнышко там, от сучка, да, там еще что-то, они все обыкновенные. То есть вот такая свобода мысли, да, художественная, она действительно в лицо. Да, во всех остальных работах там все равно виден композиционный замысел, да, то, что это нужно было построить, нужны были эскизы. Очень часто у нас в коллекции Саша эскизы, а законченные работы в музее. Да, а здесь это все вместе. Такой, если каждый разгадывает, то можно любоваться бесконечно, каждый, как там все сделано. Спасибо, очень интересно. Очень здорово. I have chosen photo number 3 and I would like to tell you more about this picture. This photo was taken 2 weeks ago at home in the kitchen. In this photo you can see a boy. He is my eldest brother. He is going to try his fresh salad. By the way, he is a vegan and it is a vegetable salad. My brother is a cook by birth. Actually, my brother is a cook by birth. He's smiling.
he's wearing a white pullover. By the way, the kitchen is light and spacious and modern. In the foreground we can see different vegetables. That's all that I wanted to say.